16 апреля 1866 года в Воронеже умер последний владетельный князь Абхазии Михаил Чач-Башир-Вашидзе, генерал-адъютант российской армии. По данным исторических документов, его власть была довольно слаба, и лишь с помощью русского генерала Николая Раевского он смог укрепить свои позиции. В скором времени он получил неограниченные права в решении судьбы своих политических противников. После окончания Кавказской войны и в связи с упразднением Абхазского княжества тяжело больной владетельный князь был выдворен из Абхазии. После смерти тело было перевезено в Абхазию, и он был погребен в Мукском соборе. 16 апреля 1918 года начала выходить ежедневная газета Военно-революционного комитета Абхазии «Сухумская правда» с тиражом 700-800 экземпляров. Редакция газеты находилась на улице Леона. За 26 дней существования редакции газеты вышло 24 номера «Сухумской правды». 17 мая, в день захвата Сухума грузинскими меньшевиками, выход газеты был остановлен. 16 апреля 1993 года абхазские формирования взяли под свой контроль гору Лашкендар. Сопка являлась важной стратегической высотой Восточного фронта. 16 апреля 1995 года в Сухуме на площади Свободы состоялся народный сход, на котором было принято обращение, где в частности отмечалось, что только Россия способна обеспечить в регионе мир и спокойствие, сохранить многонациональный народ Абхазии и необходимые для его существования политико-экономическое и духовное пространство. Участники многонационального народного схода Абхазии вновь обратились к народу и руководству Российской Федерации с просьбой о воссоединении Абхазии с Россией. 16 апреля 2008 года президент России Владимир Путин подписал указ о выходе России из режима санкций СНГ 1996 года и поручил правительству подготовить перечень мероприятий, направленных на улучшение жизни граждан Абхазии. Кстати, в названном поручении Путина впервые отсутствовало упоминание о территориальной целостности Грузии, содержавшееся ранее во всех заявлениях президента России. 16 апреля 2008 года МИД Российской Федерации распространило заявление о том, что оно возьмет на себя консульские функции в Абхазии и Южной Осетии. Правительству Российской Федерации поручено в этих целях взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии. Также предусмотрена подготовка дополнительных предложений по ряду конкретных направлений дальнейшего взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в интересах социально-экономического развития республик, защиты прав проживающего в них населения, в том числе российских граждан. 16 апреля 2008 года Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о продлении мандата миссии ООН по наблюдению в Грузии. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин отметил, что в резолюции содержится призыв к Грузии уважать Московское соглашение о прекращении огня и разъединении сил. А постоянный представитель США при ООН Залмай Халилзад выразил глубокую озабоченность Вашингтона сообщениями из Москвы о том, что Россия собирается открыть свои представительства в Абхазии и Южной Осетии, не спрашивая одобрения грузинского правительства. 16 апреля 2010 года правительство Абхазии приняло постановление об увековечении памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Согласно постановлению, памятник первому президенту Владиславу Ардзинба будет установлен на площади Свободы в Сухуме. Международному аэропорту Сухум будет присвоено имя Владислава Ардзинба. 16 апреля 2010 года состоялся визит делегации Республики Никарагуа во главе с министром иностранных дел Самуэлом Сантосом Лопесом в Абхазию. Он подчеркнул, что визит делегации в Сухум нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя государствами. В этот же день президент Никарагуа Даниэль Ортега и министр иностранных дел Самуэль Сантос Лопес были удостоены высших наград Республики Абхазия – ордена Ахтапша.
16 апреля 2014 года парламент Республики Абхазия принял поправки к Конституции Республики Абхазия, которые предусматривают учреждение специализированного органа конституционного контроля – Конституционного суда, являющегося одним из важнейших механизмов обеспечения защиты и верховенства Конституции. Судьи Конституционного суда будут избираться сроком на 15 лет парламентом по представлению президента квалифицированным большинством от общего числа депутатов. 16 апреля 1960 года родился Зураб Джапуа, доктор филологических наук, профессор АГУ, президент Академии наук Республики Абхазия. Выпускник Абхазского государственного университета, закончил аспирантуру в Московском институте мировой литературы имени Горького, специалист по нардскому эпосу, является также директором Центра нартоведения и полевой фольклористики при АГУ. Круг научных интересов Зураба Джапуа – героико-архаический и героико-исторический эпос абхазов в сопоставлении с творчеством других кавказских народов, мифология, эпическое сказительство, текстология фольклора и так далее. По этим проблемам им опубликовано свыше 130 научных работ, включая монографии, сборник статей и материалов. На протяжении ряда лет руководил ежегодными комплексными экспедициями Абеги по сбору фольклорного, этнографического и языкового материалов в Республике Абхазия. Джапуа также является инициатором и руководителем полевых фольклорных работ в Турецкой Республике среди абхазской диаспоры. Зураб Джапуа – кавалер ордена Ахтябша 3-й степени. За последние 10 лет в день 16 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году – это 20 градусов. Самая же низкая температура в 2015 – 6 градусов.